Selam, kadirli dostlar. Салям. Можно и так. Ну, собственно, мы практически разобрались со всеми падежами. Я напомню просто еще раз, в чем их такое радикальное отличие. Потому что по количеству то же самое, что и в русском языке, но они не пересекаются, вернее, не всегда пересекаются по значению. Направительный падеж. В русском языке есть дательный падеж, да? Когда мы говорим «кому», «чему». А в татарском языке направительный падеж, он сочетает в себе смысл русского дательного плюс еще и направление. То есть, когда я иду к тебе, не только я даю или говорю или показываю тебе, но и иду к тебе направление. Очень часто не совсем пересекается значение, когда мы говорим об управлении глаголов. То есть в разных языках глаголы требуют разных падежных окончаний. Ну, вот, например, мы говорили с вами, что по-русски «я спрашиваю тебя», а по-татарски буквально «я спрашиваю от тебя». Ну, в этом, в принципе, это достаточно логично, и это не должно вызывать больших затруднений. Ну, расширим наши возможности вот каким образом. Мы все говорили о каких-то действиях, но есть слова, которые означают не само действие, а отношение к действию. Например, возможность. Могу, хочу и так далее. Вот каким образом мы передаем значение возможности. В татарском нет специального глагола «мочь». Эту функцию выполняет глагол «брать» с усеченной формой основного глагола. Например, «я могу прийти». Как будет «я беру»? Ми олам. Вот олам мы ставим сюда. А здесь ставим форму, которая совпадает с третьим лицом единственного числа. То есть представим себе, что мы обнаружили форму «он приходит» и остановились на ней. Мин келя олам. Я прийти могу. Та же самая форма. Келя остается для всех лиц. Как сказать «ты берешь»? Син келя аласың. Да. Келя так и остается. Син келя аласың. Ты можешь прийти. Буквально ты прийти можешь. То есть третье лицо число это как бы То есть вот этот элемент, он не меняется. Но это и есть нейтральная форма глагола. Эта форма не нейтральна, она соответствует третьему лицу единственного числа. Ну так. То есть это не инфинитив. Это не неопределенная форма. Дмитрий, Да. почему вы переводите как «ты можешь прийти», если тут «ты можешь взять»? Нет. Вот глагол «брать» в сочетании со смысловым глаголом имеет значение «мочь». То есть «я беру» в этом контексте означает «я могу». Нет, она имеет в виду, почему прийти, а не взять. Алла же брать. Ой, Алла Да. это брать. Да, но в этом контексте это означает не брать, а мочь. Типа, когда добавляешь келе, алам превратится. Да, или мы можем любой глагол сюда поставить, и олам будет уже означать «я могу, ты можешь». Ну как бы берусь прийти. Да. Берусь. Значит, еще раз. Это, достаточно необычно, непривычно, но глагол... Хорошо. Вот мин, я за алам. Да. Это будет означать «я могу писать». Я могу писать. Да? Ага, понятно. Теперь все стало... То есть алам в этом случае как раз-таки является направляющим возможность показывать. Глагол «брать» просто означает «мочь». И все. В том случае, когда смысловой глагол, то есть «что я могу» или «ты можешь», стоит между субъектом и ним.
А как спросить «я могу, брат»? Попробуем. Как спросить? Мин алам алам. Да? Мин, ола, олам. Ау. А что делать? Это типа я могу брать. А если вопрос задавать, тогда же получается мин, Алла, Олам. Да. Мин алам. Могу ли я взять? Сейчас мы допишем все лица и сейчас и пройдемся просто, потому что это очень важный глагол. Очень необычный по формированию. Ул. Алла. Хорошо, вы Ну пишете. хорошо, я взял киля просто как пример. Давайте возьмем вариант. Алла. Да. Но это та ситуация, где он будет, вот это будет прямое значение этого глагола. А здесь он будет принимать значение возможности. Я взять могу. Мне кажется, у нас есть идея для Мин, попсового хита. Алма, Алла, Алам. Точно такой. Ну да. У Аллах получается. Более того, а как мы скажем «я не могу»? Это опять Аллах. просто отрицательная форма глагола Аллах. «алам» или «алмейм». Мин алам. А если ты не можешь, Алмысын. как сказать, ты не можешь пойти? Син алла барак. Син, Бара алмысын. Бара. Алмасын. алмейсон, да. Ну, здесь любой глагол может быть. Киля, ола, бара, все что угодно. Он не может работать. Как сказать? У Эшли, Алла. Это если может, а если не может, алмей. Алмы. На самом деле, вот здесь, в этом месте, может стоять любое действие. Необычно, правда? Очень. Но что делать? Так исторически сложилось. Это для нашего удобства. Понимаете? То пришлось бы еще какой-то глагол учить. А то уже готовый, который вы знаете. Просто он еще приобретает другое значение. Значит, мы можем, как сказать, мы можем... Бейсбол дурабс. Бесберге. В соответствующих формах у нас появляется и аласас, и алалар. И в отрицательной форме по той же логике они занимают свое место. Аллар. Да? Бывает и такое. То есть, получается, мы можем помогать без ярдым и терге алабас. Значит, ярдем и терге. В каком месте здесь глагол? И терге. Значит, от и терге оставляем, убираем вот это арге и оставляем форму он помогает. Он помогает. Как будет? Ярдым и те. Ярдем и те. Поэтому, как сказать, он может, как сказать, он может нам помочь. Ул безнен. Без Безге. ге. Ярдым. Ярдем. И те. Алабас. Алла. Все. А как сказать, Сергей? Извините, я не могу вам помочь. Хафу это гес. Мин. Сезге. Ярдем. И те. Алмым. Да? Вот как оно все складывается. То есть вот на этом место мы можем ставить или отдельный глагол, или словосочетание глагольное, да, как, например, а как сказать, я могу ответить.
Это Жават Бир, да? Беря, да. И теперь вставляем это. Жават Бир. Куда? Мин, Да. Жаваб, Бирем, Алам. Беря, алам, да. Мин жаваб беря, алам. Я могу ответить. Немножко необычно, да? Бере – это отвечать. Да, жаваб это давать ответ. Брать. Подожди, бере – давать. Да. А жава – передать ответ. Жаваб, да, жаваб берям, ответ даю. А как сказать, Кирилл, он не смог мне ответить? У мене. Меня. У меня. Ответ. Жава берме. Беря, Жава беря. Жава бере алмы. Алмы. Алма. Алмадым? Д. Ну, да, это настоящее время. А, не смог, да. А если не смог, то значит алмады. У мене жавап бере алмады. Гениально. А нельзя говорить, да, ул миңа жауап берерге алмады? Нет. Потому что здесь идет не инфинитив, не неопределенная форма, Основной а начальный. основа. То есть сначала мы склеиваем это, непривычно, непонятно, но находим место для каждого из этих элементов, а потом связываем их, и это постепенно становится автоматическим. Ул миңа жавап бере олмады. Он мне ответ дать не смог. А как спросить, когда я могу тебя увидеть? Мин сені көре, увидеть, көрерге, но у нас получается в начале, да. Мин сені қашан көре алам. Алам. Ты можешь. Син. Нет, получается, я же тебе, а не ты если мне. я тебя, Да, я да. тебя. Мгм. Алам. А если ты меня, син меня, кашан, көре аласың. Көре аласың. Да. То есть мы берем вот эту основу и соответствующую форму добавляем. И не забываем, что там, в отличие от русского, не неопределенная форма, видеть могу, а вот только основа. Основа плюс глагол. И помните, да, как в прошедшем времени все это, как образуется прошедшее время? Как сказать, Эльза, я не смогла прийти. Мин келе мин сізге келе алмадым. Да? Почему алмадым? Потому что это отрицательная форма прошедшего времени от глагола, который мы привыкли знать как брать, а в данном случае это мочь. Мин сізге келе алмадым. А сказать, ты син меня көрмедің нельзя тогда? Ты меня не видел. Нет, не видел, да, это так можно. А когда не мог увидеть, тогда уже вот это возникает эта комбинация. У нас есть какой-то набор уже глаголов. Посмотрите на них и придумайте сами по предложению с любой формой в любом лице, в прошедшем, настоящем, в отрицательном, вопросительном. Маленький вопрос. Как будет извиняться? Это гафу и тегес, да? Гафу и тегес, да. А как будет прям Гафу глагол? ит и терге. И торга. То есть это если на ты, то ит. Если и тегес, это множественное число. Окей. То есть я правильно поняла, да? Допустим, ты меня не видел. Сначала ты меня видел. Син меня күрдің, ты меня не видел. Син меня күрмедің, а если ты меня не смог увидеть, син меня күрме алмадың. Да. То есть не смог, вот это Не алмадың. смог, да. То есть Очки надел, значит, не смог. Вот в этом смысле. отрицание уходит вот в этот глагол. Увидеть не смог. Ses bezne Как будет нравиться третьему цвету? onıta almışız. Гениально. Кто понял, что это означает? Еще раз. Ses
безне, оннета, алмысыз. Помните этот корень? Он это забывать. Это же мое предложение. Да. Между прочим. Ну, только у меня по-другому. А вы Мин что, сезнен, а не талам. Съемарка ждали, да? Твои слова. Ну, придется, да, придется. Придется мне, что-то Серега. еще, да. Дэвид, что-нибудь пришло? Мин гафуит. Ите, гафу ите. Гафуите. Алмыдым. Алмадым. Алмадым. Да. Грустная фраза, но правильно. Это что означает? Я не смог простить. Как еще раз, Давид? Мин гафуите алмадым. Не смог он простить. Ну, бывает. Что он говорит? Гафу итегез. Лекин сез мене аши алмысыз. Извините, но Корректно? что? Извините, но вы мне не понравились. Вы мне не можете понравиться. Мне не можете понравиться. Очки там. Да, значит неверно. Ну, Нет, правильно. Просто смысл. Вы не можете. сез мене аши алмысыз. Аши алмысыз. Мина только. Меня. Ага. Ошей. Алмыс. Алмы. Да, алмы. Не смог понять. Вы не можете мне нравиться. Вы не мой тип, да? Не в У вкусе. Эшли алмы. Коротко, емко. И И от правильно. души. Да. Мин сезне инглишча, анлы алмым. Англы это что означает? Понимать. Я английский язык понять не могу. Я. Алмы. Я ваш английский не Я понимаю. ваш английский не понимаю. Нет, не ваш, а вас. Сезно инглища. Сезне инглишча. Сезне, это же вас. Нет, это ваш. Сезне? Ну, сезнен, да. Да, А, сезнен? Сезнен, ваш. Сори. Сезнен, конечно. Плохие. Английский не Выгрузился. могу не понимать. Я Пожалуйста, ваш английский Айсенур. могу не понимать. Сіз менен білән бие алыйсыз. Что это было? Вы можете... Алыйсызмы? Да? Да. Правильно. Давайте. Әйдәгіз. Рехмет. Рехмет. У меня почти как у Кирилла получилось, но во множественном числе. Сіз бізге ашый алмадыңыз. Тоже прошедшее время, да, но во множественном Вы нам не числе. понравились. Сіз Вот, ну, Вам не понравились? Вы нам не можете нравиться. ашый не смогли, алмадыңыз, не смогли понравиться. Понравится. Не смогли понравиться. А, прошедшие. Да. Не смогли понравиться. Аши. Вот, ну, самое главное, что уже это немножко пустило свои корни в нашем подсознании. Для чего разрушать? Вот такое значение, такая структура. На этом мы заканчиваем наше занятие. Рахмет. Сау булыгыз. Сау булыгыз.